Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года для львов. Сегодня на метафорической колоде делаем прогноз. Она хорошая для определения событий в короткие сроки. Посмотрим, что ждет львов, какие важные события будут на этой неделе. Карта говорит о том, что вы будете привлекать всеобщее внимание. Вы будете с подарками, вы будете с уважением, вы будете с собой гордиться и выражать себя так, как вам нравится. То есть действительно вот карта такого триумфа, она очень соответствует вашему знаку, да, вашему солнцу, когда вы действительно сияете и все ваши желания исполняются. Просто потому, что люди хотят, чтобы вы были счастливы, потому что вы сами как солнышко всех согреваете. Посмотрим отношения для тех, кто еще не в паре пока что. Здесь выпадает вот карта такая очень интересная, девушка в шаре, и она вот изнутри его разбивает. То есть, наконец-то период вашего одиночества заканчивается, но вы все-таки должны приложить усилия и выйти из своего одиночества, выйти наружу. Как это можно сделать? Можно показать себя людям, можно общаться, можно знакомиться, но можно хотя бы просто что-то сделать не так, как обычно. В любом случае, если есть какая-то вот преграда, да, то наверняка пришло время, чтобы ее разрушить. Может быть, кстати, это и отношения какие-то прошлые, которые вот вас сдерживали, да. Это могли любые быть условия, которые не давали вам, чисто физически какие-то обстоятельства, да, которые не давали вам возможностей каких-то вот для новой встречи. Вот в любом случае у вас сейчас хорошее уже время наступает, когда вы можете от этих ограничений освободиться. Но только все зависит от вас, потому что именно ваши действия здесь нужны. А теперь посмотрим для тех, кто в паре, что происходит. Здесь девушка едет в автомобиле и наблюдает в окошко, как тигр бежит за добычей, да, по лесу. То есть здесь вопросы безопасности. То есть если, допустим, у вас с вашим партнером какие-то нелады, вы не можете договориться, или, может быть, ревность, или еще какие-то вот проблемы, связанные с непониманием, причем когда уже эмоции накаляются, да, нужно как-то отгородиться, нужно выйти из ситуации, дать возможность остыть вашему партнеру. И потом уже, когда все устаканится, когда все успокоятся, потом уже только говорить на какую-то тему, да, вот, которая вас тревожит. Но эта карта все-таки говорит о том, что ситуацию пока что лучше закрыть, от нее лучше отгородиться и избежать. Потом только к ней вернуться, потому что иначе можно, много неприятностей из этого создать. Для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что вы можете неправильно понимать своего партнера, либо он вас не понимает. Но в любом случае карта говорит о том, что сколько бы вы ни старались на этой неделе, в любом случае вы не понимаете друг друга так, как хотелось бы. Что можно для этого сделать? Можно только менять себя, потому что здесь мы как будто бы смотрим в зеркало. Да? Изображение в зеркале, оно зависит от нас. То есть какие мы, такое изображение. Скорее всего, мы чего-то в себе не замечаем, и наш партнер нас отражает. И вот стоит об этом подумать. Нужно попробовать встать на его сторону, попробовать его понять. И тогда, возможно, наладятся ваши отношения, когда вы акцент сместите с себя на вашего партнера. Даже если вы 100% правы, все равно для того, чтобы помириться, вы можете вполне попробовать сделать так. И вы поймете, что для вас главное не то, что вы правы, да, а для вас главное, чтобы рядом был любимый человек. Посмотрим, что с работой происходит у львов на этой неделе. Для тех, кто в поиске работы,
Смотрите, здесь вот карта такой травмы, да, когда мы делаем себе больно и даже не замечаем этого. Посмотрите, девушка, она даже не видит, что она сделала, у нее глаза вообще даже не смотрят на вот эту вот травму, да, то есть она вообще в таком отрешенном состоянии, как будто бы вообще ее ничто уже не трогает, не волнует, и она не чувствует боли. Тем более, что это вот, ну, как бы проткнута правая рука, то есть это еще нужно постараться, да. В основном, как бы мы все левши, да, ой, мы все правши. И вот в правую руку воткнуть нож левый, это довольно-таки сложное дело. То есть как это можно сделать? Это, ну, очень сложно. Но как-то это произошло. То есть у вас с работой получается очень серьезная ситуация. Вы либо занимаетесь не своим делом, которое вас просто мучает и выкачивает из вас все силы. И если у вас, допустим, сейчас не получается найти работу, то только потому, что вот это дело, которым вы всегда занимались, в котором у вас есть опыт, да, оно, скорее всего, совершенно вам не подходит и разрушает вас. И жизнь вам специально как бы не дает работу такую, которую вы сейчас вот намерены искать, чтобы вас направить в другую сторону, чтобы вы занялись собой, чтобы вы подумали о той работе, которая бы вам приносила удовольствие или, по крайней мере, чтобы не разрушала ваше здоровье, ну, вашу личность. То есть карта говорит о том, что вы как-то неправильно к себе относитесь. Вы мучаете себя, вы делаете себе больно, вы, может быть, не думаете о том, насколько вредно то, что, ну, вы делаете, да, то, что, чем вы занимаетесь. И вот если вы ищете сейчас другую работу, значит, нужно обязательно что-то менять, нужно выбирать что-то другое. Давайте посмотрим, что происходит у тех, кто работает. Но вот у тех, кто работает, здесь вот очень хорошая карта, которая говорит о том, что работа будет приносить удовольствие. Вы будете проявлять свою индивидуальность. Вот с первой картой тоже очень хорошо связано. Вы можете, как бы могут быть какие-то на работе мероприятия, когда может быть, коллектив там весь вместе собирается, отмечает какой-то праздник, корпоратив. Либо вот, может быть, раньше были какие-то праздники, и они вас вот как-то сблизили, сдружили, и вам очень комфортно вместе сейчас работать. Но в любом случае вот эта карта такого полета, да, когда вы как будто не работаете, а отдыхаете, как будто это не работа, а счастье, такая радость, как будто работа – это то, о чем вы всегда мечтали. Также посмотрим, что ждет тех, у кого свое дело. Но здесь тоже все очень хорошо. Вы приручили дракона, да, то есть вы нашли свою удачу, вы нашли свой путь, и, в принципе, вы как бы легко уже справляетесь с тем, чтобы вот ваше дело как бы приносило нужный результат. Это уже, в принципе, вас не напрягает. Но эта карта говорит о том, что уже достаточно, наверное, вам находиться в таком состоянии, нужно дальше расти. Так как уже процесс налажен, так как у вас уже здесь, в принципе, все в порядке, да, уже стоит что-то менять, улучшать, выходить на новый уровень, на более высокий. Финансы для тех, кто работает. Так, на этой неделе финансы, скорее всего, не в полном объеме поступят. Может быть, у вас как бы не время зарплаты просто, да, может быть, будет какая-то часть поступать, но в любом случае вот у нас здесь дверь лишь чуть-чуть приоткрыта. То есть, может быть, если вы попросите, если вам нужны деньги, да, вы можете просто обратиться, чтобы вам какую-то часть выплатили. Но, скорее всего, вся оплата будет позже. Сейчас вот не время, как будто бы. Давайте посмотрим, что будет с финансами у тех, кто своим делом занимается. Ну, здесь все хорошо, да, то есть вы действительно контролируете свои финансы, у вас все
ну, как бы в порядке, вас устраивает то, что происходит, но было бы неплохо еще развиваться. То есть, как вот эта карта говорит о том, что нужно развитие, так и здесь. То есть, вода, она у нас течет все время к цели, да, к морю. Любая река течет. Поэтому и вам здесь тоже нужно выбирать такую цель достойную, большую, для того, чтобы двигаться. Для этого вам нужно обязательно заручиться поддержкой. Может быть, новых каких-то людей привлечь, партнеров, клиентов, которые бы вот вам помогали вашу цель осуществить. В принципе, вот в финансах у вас все в порядке, и они еще растут. Вода – это всегда деньги, да, то есть будет хорошая возможность еще больше даже увеличить ваши финансы. То есть на этой неделе все будет с финансами благополучно. Совет для львов на эту неделю. Здесь карта говорит о том, что если что-то не ладится, вот может быть не совсем ваши желания исполняются, как вы хотели, карта говорит о том, что нужно просто немного подождать. Не пришло время. Здесь вот изображена такая ранняя весна, когда только снег сошел и деревья еще не покрылись даже листвой. То есть это такой переходный период от зимы к весне. Но в любом случае здесь уже совсем скоро как бы время сменится, да, вот на то, что нам нужно. То есть река – это возможности, это деньги. Зелень у нас, когда появится, да, это тоже у нас рост, улучшение, исполнение наших желаний, это обновление нашей жизни и так далее. Да. То есть мы уже вот почти у цели. Немного осталось подождать, потому что природа все-таки циклична, да, и судьба наша циклична. Если чему-то время не пришло, не стоит это торопить, то есть все равно в этом нет смысла. Просто подождать немного, и мы получим свое. Друзья, желаю вам замечательной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.